Несколько дней подряд в стране неоднозначная ситуация во власти. Активно обсуждается вопрос и об отставке главы государства. Мнения общественности на этот счет разнятся. А выступление президента 9 октября с обещаниями покинуть пост после того, как страна войдет в правовое поле, и вовсе вызвало спор. Одни считают, что Сооронбай Жээнбеков не должен оставлять свой пост в такое тяжелое для страны время. Президент обязан не просто вернуть все в правовое поле, а в первую очередь вернуть государство в конституционное русло, говорят политологи. Президент должен оставаться в своей легитимной в своем статусе президента, но, понятное дело, в силу образовавшегося политического климата сейчас он не может и не в состоянии узурпировать или доминировать над всеми ветвями власти, и это как раз та логика, та конструкция, которая вообще была заложена в нашей Конституции. И в таком статусе он, в принципе, даже не должно нас волновать, будет ли он в статусе президента, скажем, 2 месяца или даже до конца своего срока. Потому что реальная власть должна и реально может перейти к новому правительству на основе выборов новых и к парламенту новому. И мне кажется, это могло бы стать тем, возможно, единственным необходимым условием для стабилизации и вхождения обратно в правовое русло, в конституционное русло. Вопрос об отставке главы государства не обошел стороной и простой народ, который только-только приходит в себя после пандемии коронавируса. Большинство считают, что все, по чьей вине страна оказалась в таком положении, должны быть наказаны. Они нанесли государству очень большой вред, в том числе речь идет и о президенте. Сооронбай Жээнбеков сөзүндө туруш керек. Кол коюп берем деген 2 күндө, ансын кол коюп берип, сыйы менен кетип, пенсиясын алып, тыныч жашаган жакшы. Ничего не могу сказать. Өз ыктыяры менен эле кетип калган эле туура болот болуш керек деп ойлойм да, баягы элдин талабы ушундай болуп аткандан кийин. Мне кажется, он давно должен был уйти. Потому что я считаю, он ничего не сделал для народа. И только ситуация только усугублялась, и все. Жарандардын кайрылуу каттарына да жооп бербесе, открытый мындай акцияга жооп бербесе, анан кийин өздөрү провоцировать этип жанакындай заборлорду калтырат туруп, анан кийин адам өлүмү болуп атса, анан кайра президент болом деген это уят да. Предложение позволить Сооронбаю Жээнбекову досидеть свой президентский срок популярно среди его же сторонников. За 3 года мало хорошего запомнилось кыргызстанцам. А последней каплей стали нечестные парламентские выборы. Тем более глава государства уже несколько раз пообещал подать в отставку. А отступать теперь назад не делает ему чести, отмечают общественные деятели. Все эти беспорядки произошли из-за непрозрачных выборов. Народ на митинг собрался именно поэтому. Это президент, создав такую обстановку, вынудил кыргызстанцев выйти на улицы. И не просто так, а с жертвой. Оставаться президентом теперь у Сооронбая Жээнбекова просто нет морального права. Все, что произошло, произошло. Он должен уйти в отставку. Команда Жээнбекова оказалась неспособной управлять страной. Этому доказательство политические события. Перед страной стоят нелегкие задачи. Утвердить правительство, избрать новый Жогорку Кенеш, ну а после и президента провести конституционную реформу, так как нынешняя власть не оправдала надежды граждан. Лиза Балбакова, Тынштык Кульбаев, Нью ТВ.